В Абхазии уволили чиновницу, которая сказала, что российские туристы за 300 рублей в Абхазии не нужны. Напомню, как это было. Рублей, я вас уверяю, он ничего не купит. Коротенькое видео. Он будет стоять в очереди за стаканом сока, воды, то, что дают там в отеле, но на улицу ничего не купит. Об этом есть у меня. Они приезжают, покупают дошираки, извините меня, да, но мы хотим... После этих слов россияне начали отменять свои поездки в Абхазию и призывать к бойкоту отдыха в Абхазии. Министру туризма Абхазии пришлось оправдываться. Он заявил, что в республике рады всем гостям. И типа, что в их культурном коде нет такого отношения к туристам. Ай-яй-яй, а. Вот смотрите, они же сами не пустили российских инвесторов. А теперь жалуются, что к ним не богатый турист едет. А зачем туристу с деньгами ехать в Гагры? Объясните мне, пожалуйста. Если есть Турция, Таиланд, Крым или Сочи, а хотели бы развиваться, то подписали бы соглашение с РФ. И российские инвесторы там быстро бы наладили инфраструктуру. И было бы что-то типа Адлера, Геленджика, Крыма. А это рабочие места, поступление в бюджет, инфраструктура. Но местные царьки, контролирующие местный туризм и получающим халявную электроэнергию, все это не нужно. Поэтому они это инвестиционное соглашение с РФ саботировали. Помните, да, как это было? Даже свергли своего президента. Так что вот этим вот председателям, которые были против инвестиционного соглашения с Россией, и надо задавать эти вопросы, почему к вам не едет богатый турист из России. Хотите состоятельных туристов? Так приберитесь там у себя просто. Покрасить, побелить, привести все в порядок. Война когда была? В 1992-1993 году. Можно уже не ссылаться на нее, а просто взять и прибраться. Сочи и Крым сегодня курорты мирового уровня. А Сочи будет даже еще и покруче. И туристам из Сочи и Крыма в Абхазии делать объективно нечего. На одной красоте гор не выехать. Хотя такие же прекрасные и красивые горы есть и в Крыму, и в Сочи. И к людям относитесь поуважительнее. На границах мозг не компасируйте, чтобы они там не стояли в очередях по несколько часов. А тот, кто доширак купил, он либо путевку до этого купил, или комнату снимает у вас же. А это живое бабло. Так что думайте. На телегу не забываем подписываться. Пока.